В рамках ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии» в республике проведено более 20 больших мероприятий. Самый творческий и долгожданный – это, конечно же, фестиваль-конкурс «Зима начинается с Якутии» от фестивального комитета «Бриллиантовые нотки». Этот детский фестиваль является обладателем гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие». К нему готовятся педагоги, родители и дети. Каждому участнику с волнением шьется неповторимый костюм. И, конечно же, много репетируют. Для жителей Якутии это конкурс, в котором дается шанс показать свои возможности и талант. Сотни и тысячи детей участвуют в конкурсе, в том числе и для того, чтобы завоевать гран-при и выиграть путевку для отдыха в теплых странах. Для детей севера это самый лучший подарок. Мы просто нынче решили, что это они в первый раз выходят, и мы решили начать именно с этого конкурса, потому что родители все в восторге от этого конкурса, они услышаны этим конкурсом, и решили мы участвовать. Фестиваль, конечно, необходим для обмена опыта, именно показать себя, как на сцене держаться. А как дети, родители к этому относятся? Родители очень хорошо. Совместная деятельность ребенка, во-первых, увлекает, ему интересно, он видит свой результат вместе с родителями. Если он делает один, ему неинтересно. А когда ему подсказывают, когда вместе говорят, давай вместе будем делать, это идет взаимосвязь. Это очень важно. Ну, для детишек как праздник, наверное, скорее всего. И при этом они для себя познают еще что-то новое. Ведь даже всегда хочется, чтобы кто-то что-то мое увидел, да? Пускай просто увидел. Пускай я не выиграю ничего, да? Но кто-то увидел именно то, что я хотела выразить. Всем желаю участникам, всем желаю удачи. И самое главное, что не выиграть, а победить. Вперед, вперед, вперед. На многочисленных фестивальных площадках города Якутска проходили конкурсы детского творчества по 9 номинациям. Участников в этом году было более 8000 человек. Ребята соревновались в номинациях хореографические и вокальные ансамбли, хоры, театр мод, ансамбли народных инструментов, духовые оркестры, фольклорные коллективы и изобразительное искусство. Как и в любом конкурсе, компетентное жюри определило лидеров среди юных талантов. Все победители удостоились наград, а некоторые стали обладателями путевок. Говорю стих еще с 1 класса. Я знаю этот стих. Мы долго очень готовились, и наконец я получил гран-при. Я очень старался, усердно, и вот к чему это привело. Я очень рад, что получил гран-при. В номинации «Вокал» победил ансамбль «Мальчиков-фантазеры». В номинации «Вокал-соло» Васильева Василика из города Якутск. Очень много детей было, очень талантливых. И я тоже выступала, и я тоже не выигрывала, а сейчас я уже выиграла. Вокальная студия Екатерины и Алексея Егоровых награждена бесплатной путевкой на фестиваль в Турции. С ними в теплую страну поедут дети Вилюйской гимназии имени Кондакова, которые выиграли гран-при в номинации «Театр мод». Дети с этой же гимназии в номинации «Хореография» за танец «Узор» награждены путевкой в Международный детский центр «Артек». В номинации «Художественное слово» награжден путевкой в Международный детский центр «Артек» 10-летний сургутский Алексей из города Якутска. Также в «Артек» поедет ансамбль «Айгыл» Чурапчинской средней образовательной школы имени Павлова, который завоевал гран-при в номинации «Фольклор». Мы участвуем уже на протяжении 5 или 6 лет с самого начала. И вот, наконец-то, мы стали гран-при, и мои дети скоро поедут в международный лагерь «Артек». Мы очень рады и передаем всем большое спасибо. И пусть этот конкурс дальше будет процветать и выявлять хорошие таланты и творческие личности. В Международный детский центр «Артек» отправится 40 победителей в разных номинациях. Так ребята достойно смогут представить уникальную и неповторимую культуру народов Севера.
Мы понимаем тот вклад, ту работу, огромный труд титанический, который проделан организационным комитетом фестиваля «Бриллиантовые нотки» для того, чтобы этот фестиваль состоялся, для того, чтобы ребята могли показать свои таланты, поделиться своим творчеством и продемонстрировать замечательную культуру якутского народа всему миру. Огромное спасибо организаторам фестиваля. Руководитель фонда поддержки Международного детского центра «Артек» поздравил победителей и вручил награды, сертификаты на участие в тематических образовательных программах, которые пройдут в 2019 году в «Артеке» в 1-й и 6-й смене. Обязательно эти фестивали должны присутствовать. Если не будет вот этих фестивалей, если не будут собирать вот этих детей, если не будут собирать уникальные знания, умения, навыки, которые несет в себе культуру народ, то это все рано или поздно все потеряется. И не зря фонд поддержки «Артека» проводит много фестивалей и национальных. И есть и спортивные фестивали, где проводятся фестивали именно национальных видов спорта, не олимпийских, а для того, чтобы мы понимали, в какой стране великой мы живем, чтобы мы не забывали о культуре нашего народа, чтобы у нас нет границ, у нас есть бескрайние просторы России. И в каждом уголке, наверное, есть уникальные люди, уникальные знания, уникальные умения. И их нужно показывать, их нужно приумножать, их нужно передавать из поколения в поколение, их нужно привозить на все фестивали, будь то в России, будь то за рубежом. Пускай знают, что вот действительно это и есть. Мы великая страна. В Международный детский центр «Артек» отправится 40 победителей в разных номинациях. Так ребята достойно смогут представить уникальную и неповторимую культуру народов Севера. С каждым годом фестиваль «Зима начинается с Якутии» от бриллиантовых ноток становится более традиционным. Ведь чем чаще дети встречаются, общаются и занимаются совместным творчеством, тем больше они становятся мудрыми, сплоченными и отзывчивыми. Количество участников растет, появляются новые лица и новые конкурсы. В этом году впервые был организован первый республиканский конкурс «Хаарчана Коо», в котором приняли участие девочки в возрасте от 5 до 14 лет. Всего 24 участницы, представительницы различных районов республики. Как вы относитесь к такому конкурсу? Очень хорошо. Что вы ждете от этого конкурса? Ой, что я жду? Не знаю, чего я жду. Лишь бы детям было хорошо. А сколько вашей? Нет, не моя внучка, мои воспитанники. Я музыкальный руководитель. Я болельщица. Болею за внучку, одноклассницы. Они приехали с Нюрбы, с Мара. Камелия маленькая участница, позитивная. Конечно, хочу достижений еще, успеха. И чтоб 19-й год принес нам много-много хорошего. Каждая участница конкурса «Хаарчана Коо» представила визитную карточку и музыкальный номер. У каждой юной участницы была своя творческая группа поддержки. Это мамы и педагоги. Целью конкурса является популяризация образа Хаарчаны Коо как ключевого образа якутской зимы, средоточия народных представлений о доброте, нежности и красоте. Победительницей среди маленьких снегурочек стала Балаева Катя из Аймеконского района. Именно она представит нашу республику на международном конкурсе «Принц и принцесса», который пройдет в Москве. Я вообще не ожидала этого, но все, как бы сказать, болели за меня. Хочу всем этим людям, кто болел за меня, сказать спасибо огромное. Ощущения необъяснимые, я не знаю, что сказать. Самым трудным было для меня это дефиле ходить, да. У меня как бы, я очень, боялась, как бы думала, что-то неправильно сделаю, но оказалось, что все было хорошо, все стало хорошо. Я хочу всем пожелать счастья, чтоб, радости, успехов, чтоб, они тоже везде побеждали всегда. Никогда не грустили, не плакали. И, много-много денег, богатства, да, все такое.
Фестиваль «Бриллиантовые нотки» пополнился новым по-настоящему шедевральным образом брендом Харчана Куо, благодаря которому будет развиваться положительный образ не только нашей республики, но и страны в целом. Весной 2019 года уже состоится следующий международный фестиваль-конкурс «Бриллиантовые нотки». Вот и закончился 6-й детско-юношеский фестиваль. Участников около 8 тысяч. Приняли участие из 20 улусов. Мы считаем, что каждый ребенок талантлив. Поэтому все участники наши получают каждый призы, приглашения на другие фестивали. Если ребенок выходит на сцену, участвует в каком-нибудь конкурсе или фестивале, у него уже вырабатывается самосознание в лучшую сторону. Дети будут участвовать бесплатно в фестивалях именно в Турции. Кроме этого, у нас все участники приглашены на разные фестивали по России и за рубежом. Поэтому мы ждем всех на нашем международном фестивале «Бриллиантовые нотки», который состоится в марте месяце 2019 года. Для каждого родителя его ребенок уникальный и достойный победы. Если у вас не получилось что-то в этом сезоне, то обязательно получится в следующем. Самое главное, чтобы ребенок верил в свои силы. И никто, кроме родителей, не сможет поселить в маленьком сердце эту веру. Любите, цените и поддерживайте своих детей, даже если у них не получилось что-то с первого раза.